Добрый вечер, добрый вечер, доброго времени суток всем стрелкам, охотникам, подписчикам. Сейчас меня настигла муза рассказать вам, ребята, что такое печь. Печь это такое английское слово, да, его не сильно используют, да вообще мало где его используют. Я его тоже пытаюсь как-то использовать меньше, поскольку оно не является частым в употреблении. Оно означает, если взять прогуглить, высота. Высота относительно чего? Мы сейчас говорим о прикладах, где и как используют это слово в виде идеи, чтобы можно было это применить на практике, и как вообще его, с чем его есть, и что оно нам вообще принесет, это слово. Pitch это означает именно задняя часть, ребята, на затыльнике, когда мы приклад ложим ровно на прямую поверхность земли, пола, я не знаю, чтобы кончики стволов у нас находились относительно не ровно на 12:00, да, ну это может быть и на 11:00, но мы всегда делаем желательно на час или на 12:30. Ну по часам как-то удобнее говорить, да, чем по градусам. Я знаю 90 градусов, но как-то по часам как-то легче ориентироваться, чтобы кончики стволов были у нас, ребята, на там 12:30 или там 12:15 или там 13:00. Это нужно для чего, ребята? Это нужно для того, чтобы улучшать попадание по мишени, по дичи. Например, что, ребята? Допустим, глаза открыты, высота гребня, рукоятка, все хорошо настроено для того, чтобы нужно просто, ну вот, например, что, ребята? Изготовка, бац, скидка, вкладка, поводка. Все, ничего элементарного, да? Просто вот и все. Вот. Для этого нам нужно, ребята, допустим, когда мы скидываемся, нам нужно что? Чтобы у нас кончики стволов находились относительно земли ниже, чтобы можно было цель подсекать снизу. Допустим, подсекать снизу, вот два у нас кончика стволов. Тогда у нас получается полный контроль, как у щуки, как у, допустим, у крокодила, допустим, да? Полная панорама, полное видение, там, что плавает, что не плавает. И задача в чем? В чем именно боль? Когда у нас пич неправильно расположен, вот смотрите, видите, да, допустим, вот, допустим, вот, если я возьму, вот видите, у меня вот это, вот у меня это уже выставленный пич. Вот это, видите, под градусом, не вот так вот прямо, а вот так вот. Вот если мы поставим его вот так вот, смотрите, он будет вот так. Видите, он скошенный. Вот, я его прижимаю, у меня затыльник ровно. Вот, у меня ровно затыльник. И получается у меня кончики стволов внизу. И когда у нас летит мишень, представляете, ребята, я вскидываюсь, и бац, к сожалению, у меня смотрит на что? На небо. И мне надо вниз стволы, для того, чтобы у меня глаза открылись. Вот, допустим, мишень у меня летит, бац, блин, где она? Неудобно. Вот летит мишень, бац, где она? Ну, я, конечно, могу найти, но лучше всего, ребята, контроля, когда мишень летит, и ты полностью сопровождаешь ее путь от начала до конца, и при этом поднимая стволы снизу вверх. Снизу вверх. Снизу вверх. Вот это в данный момент регулирует пич. Я надеюсь, это было понятно. И в завершение я еще хотел сказать, ребята, когда я раньше играл на самолете, в компьютер, в Денди, там были такие приборы. И еще мне один раз повезло, когда мы ехали на Ан-2, пилот прямо у меня силой, прямо так, 10 минут звал, и он меня вызвал. Я сел к нему на колени на Ан-2, и я смотрю, там такой штурвал, их было 2 человека, и там я смотрю столько приборов. Ничего мне не запомнилось, кроме одного этого приборчика, где там есть самолет, и есть такой, ну, я вот беру вот так вот, там, ну, вниз, и самолет, и чувствую, крылья прямо так шук. И что я запомнил, вот именно на этом приборе, вот положение вот этот вот горизонтали, там есть такая линия, и вот сам самолет, он накреняется либо налево, либо направо. Вот в данный момент вот я как-то вот понял, это является питчем. Поэтому питч нам нужен, ребята, ну, кто как может представлять, у каждого свой образ. Самое главное, ребята, это улучшает попадание,
чтобы можно было снизу поднимать и подсекать мишень. Вот. Нам не нужно облако, нам не нужно небо, нам нужна земля, чтобы мы с земли начинали свой путь. Я надеюсь, было удобно, ребята. Ну что, до скорых встреч. Если было полезно, ставьте лайк. Если было бесполезно, можете ставить так. Это ваше дело. Но в любом случае, мы с вами будем встречаться. Я буду вам помогать, советовать. Все, что я буду говорить, я буду иногда у вас спрашивать сам. Будем дружить. И до скорых встреч.